Национального конгресса и его совет старейшин приняли совместное заявление. Речь идет о попытках городских управлений образования сократить часы преподавания чувашского языка в городских школах и сократить штат учителей и завучей чувашского языка. Известно, что около 30 лет чувашский язык не преподавался в школах республики. В результате выросло целое поколение чувашей, не знающих родного языка. Это ли не трагедия нации? Президиум Чувашского национального конгресса и совет старейшин предлагают специально рассмотреть этот вопрос в управлениях и Министерстве образования Чувашской республики. Именно эта проблема обсуждалась сегодня в администрации города. На встрече, организованной по инициативе главы городской администрации Анатолия Александровича Игумнова, присутствовали Президиум Чувашского национального конгресса, министр образования Чувашской республики Григорьев Георгий Николаевич, представители Министерства культуры, депутаты Государственного совета и городского собрания, начальники управления городской администрации, главы районов города. Встречу Анатолий Александрович начал со следующих слов. То, что сегодня, это уже не попытка, а то, что сегодня представляется в прессе по отношению администрации города, подчеркиваю, к ущемлению изучения чувашского языка, меня как руководителя самоуправления она несколько обескуражила. Почему? Потому что подается материал, потом подается негативного характера. И я бы хотел сегодня услышать уважаемых руководителей президиума или руководителей ЧНК, какие претензии они предъявляют лично ко мне, потому что, говоря о президиуме, говоря о администрации города, это в первую очередь я себя подразумеваю. Свою позицию также высказал и президент Чувашского национального конгресса. Конечно, с чего начинается проблема? Проблемы с языка начинаются с детских садиков. К сожалению, мы сегодня то, что добились в соответствии с выполнением закона о языках, да, мы, конечно, шаг назад, он, конечно, неприемлем. Если какой-то шаг назад это будет, значит, естественно, это вызывает какой-то вот обратный, значит, эффект или обратное вот наше понимание этого вопроса. Мы говорим, значит, раз объявили государственным языком, значит, должно быть равноправие. Вот в детских садиках фактически сегодня мы прошлой неделе только встречали в Государственном совете, в комитете готовится вопрос, тоже они попросили нас, давайте вместе с нами, может быть, вместе с городом какой-то рейды посмотрим. Раньше ведь действительно начинали потихоньку изучать, и люди даже с удовольствием начали это изучать, теперь нет. И после этого, значит, когда мы начали подготовку кадров в педагогическом институте, специально для этих, значит, дошкольных учебных, то есть дошкольных учреждений, и все это практически выполнено. Есть кадры. Но какого качества, Антон Александрович сказал, это, конечно, вопрос. Выступили также и другие представители Конгресса, в речах которых конструктивные предложения соседствовали с опасными националистическими высказываниями. По поводу сокращения учителей чувашского языка в школах города начальник управления образования господин Капранов и министр образования Чувашской республики сказали буквально следующее, что, конечно же, общее сокращение учительства будет, но никак не отдельных учителей чувашского языка. В заключении встречи глава города сказал о том, что чувашский язык, как и национальная культура, поддерживалась и будет поддерживаться всеми возможными силами в столице Чувашии, городе Чебоксары.